сравнение. Надо сказать, что советский опыт интересен тем, что это был опыт очень быстрой организации национально-территориальных различных структур на Дальнем Востоке и в Сибири по образу и подобию того, что создавалось в Центральной России, в Поволжье и в других регионах. Но только если в Поволжье приходили ходаки к Ленину, ну, это даже условно-то и не ходаки, а в наркомнации они заседали, я имею в виду, конечно, татаро-башкирские проекты, Мирсаида Султангалиева, который, значит, кулаком стучал по столу, ну, я условно, да, то здесь никто никуда в Москву-то и не ходил, то есть Москва сама на блюдечке преподнесла различные структуры. Ничего не требовал никто, да. И в первые годы, ну, я бы это отметил все-таки до репрессий примерно. До где-то примерно 1937-1938 года был колоссальный прорыв, культурный прорыв. Уже не религиозный, не связанный с церковью, а советский проект. Это разработка алфавитов. Всем народам вот просто приходили в тундру и говорили, вот вам алфавит. Разрабатывали, как правило, его, ну, так сложилось, ленинградские в большинстве своем ученые, потом на базе этих работ созданы были факультеты, вот в Герценовском педагогическом институте в Ленинграде, институт Севера, в общем, масса всяких проектов, приходили этнографы, вот когда у нас была программа «Народ России», посвященная чукчам и эскимосам, Дмитрий рассказывал о Владимире Богоразе, великом этнографе, вот он еще и, так скажем, не только изучал, но и привносил что-то, и многие другие. У меня там модель вот такого освоения советского, это фильм «Хозяин Чукотки». Прелестная, легкая, живая комедия, но там, в общем, наверное, в известной степени не соврали по поводу того, как это местное население смотрело на противостояние старой и новой власти. Абсолютно, российской. Да. И самое главное, что если взять, допустим, привнесенную эту культуру, тогда еще даже скорее не интернатскую, а вот просто пришли с алфавитами. Ну, не знаю, я не берусь судить сейчас североамериканский опыт, 20 век он в целом-то уже, конечно, более гибкий. Но, тем не менее, здесь вот так. И вот эти национальные округа. Потом начались определенные сворачивания. Были ли они применительно к национальным вот этим территориям на Дальнем Востоке, в Сибири? Нет, конечно. Это был общегосударственный процесс некоторого уже снижения. Это был предвоенный период. Вот. Было ли, допустим, это возрождение активно в послевоенный период, нельзя так сказать. И здесь интересно, что позиция была такая двухсторонняя. И власть не очень пыталась возрождать то, чего сделала сама же в 20-е, бурные 20-е, начале 30-х годов. Сами местные народы не так, чтобы сильно стремились к этому. Не в том смысле, что они совершенно индифферентны к своей культуре. Ну, не было такого. Национальная интеллигенция, да, она складывалась, сложилась. Даже национальная интеллигенция у нас была у саамов. Вот есть интересный народ, мы все про Дальний Восток, а у нас в Мурманской области есть коренной малочисленный народ, очень интересный. Выпускались буквари, выпускались даже учебники, конечно, художественная литература. Юрий Редхеу у нас великий писатель общесоюзного, такой по всему Союзу гремел, да, но, тем не менее, я вот помню, что такой эпизод, как Рената Литвинова где-то сдавала экзамен, ну, не где-то, а в Авгике, и выдавала свои тексты за Юрия Редхеу, да, вот. Ну, замечательно, да, и все верили в это. Да, спасибо большое, меня поправили, не хозяин Чукотки, а начальник Чукотки, конечно. Начальник Чукотки, да? Простите. Вот, это все было, безусловно, но сказать, что вот такое бурное, какой-то бурный у них запрос был на то, чтобы давайте еще создавайте нам инфраструктуру, давайте еще что-то, такого не было. Ну, в сравнении, допустим, с народами не союзных, а автономных республик РСФСР, опять же, тех же поволжских, ну, я уж не говорю о северокавказских, да, где люди испытали колоссальные потрясения в 20 веке и возродили свою культуру вот буквально там вот в чистом поле или в чистом ущелье, да? Здесь этого не было, конечно. Вероятно, нет такого большого запроса тоже. Потому что нет его и там, на Новом Свете. 78% примерно такая статистика, она 2008 года, правда, американская, но интересная, о том, что только, извините, 72% американских индейцев разговаривает, вернее так, 72% разговаривают на английском языке, они не знают никаких других языков, кроме английского.
Вот. Создавалось там в 20 веке, старались американские администрации, демократические, республиканские, заниматься этим. Я не думаю, что это было в повестке дня Белого дома, но, во всяком случае, на уровне штатов, конечно, и на уровне федеральных каких-то ведомств. Ну, тоже ничего не сложилось. Вот 72% хотят говорить только так, как говорят их соседи. А у нас статистика какая? Понятно, что она разная по разным народам. Она очень разная. Например, есть народ, он не относится к коренным малочисленным, но всегда его как-то сравнивают, и всегда он вместе с этим. Это якуты. Якуты уникальный народ, вот не знаю, то ли какая-то такая тюркская харизма в них, то ли еще что-то, то ли предки как-то в них как-то звучат. У них склонность к языку и сохранение языка очень высокая. Если мы говорим по народам остальным, то, конечно, снижение их владения языком, оно приводит к снижению их численности. При том, что, допустим, антропологически этот человек может быть воспринят как представитель коренного малочисленного народа, сам он считает себя таковым или нет? Часто нет. То есть вот это... А если вот якуты, это какие там проценты, если ты помнишь? Ну, якуты я сейчас вот так точно не могу назвать, но тот факт, что кинематограф не дублируется, и то, что он выкладывается в интернет на якутском языке, следовательно, якутская молодежь понимает, о чем идет речь.